Сахаэнерго – дочернее акционерное общество ПАО «Якутскэнерго», имеющее статус гарантирующего поставщика электрической энергии в зоне своей деятельности. Сахаэнерго входит в группу крупнейшей российской генерирующей компании «Русгидро». Это уникальное предприятие, обеспечивающее бесперебойной электроэнергией самые труднодоступные и отдаленные села республики Саха-Якутия. Зона ведения деятельности компании равняется 2,4 миллионам квадратных километров. Это примерно 2/3 территории республики и 23, в том числе 13 арктических и северных районов, где проживают 97 тысяч человек. У нас работает более чем 2500 сотрудников, большой штат. Из них больше 1000 у нас оперативного персонала. Самый главный у нас производственный актив в нашем предприятии – это производственный центр. Собственный производственный центр Сахаэнерго был создан 10 лет назад, в 2011 году. Сегодня производственный центр Сахаэнерго является опорной базой для всей системы жизнеобеспечения компании и перевалочным пунктом для всех грузов, которые сначала аккумулируются здесь, а затем распределяются по всем филиалам. Он — главное звено в процессе изготовления и монтажа дизель-генерирующих установок, строительства дизельных станций, емкостных парков. В производственном центре накоплен большой опыт по внедрению собственных разработок. В круглогодичном режиме здесь изготавливают блок-модули для строительства дизельных станций, емкости для хранения нефтепродуктов, металлические опоры, котлы-утилизаторы, металлические шкафы и сейфы, а также различные запасные части, используемые для ремонтных работ, предусмотренных инвестиционной программой. О первостепенных задачах опорной базы рассказывает директор производственного центра Владислав Владимирович Пак. В основном это направлено, конечно, сейчас по Усьмайским дизельным станциям и по Алданским дизельным станциям. Ну, практически по Алданским районам глобальные какие-то работы мы сделали. Вот остался это только склад ГСМ в Бугаяне. А в Усьмайском районе, там у нас еще та же самая. Основная задача – это склады ГСМ у нас, привести в порядок. На сегодня в состав Сахаэнерго входит 145 электростанций, 21 солнечная электростанция, 1 ветродизельная электростанция, 5 котельных и теплоэлектроцентраль. Годовой объем реализуемой электроэнергии Сахаэнерго – 235,9 миллионов киловатт-часов. Протяженность линий электропередач, которые обслуживает энергокомпания, достигает 2058 километров, а число трансформаторных подстанций насчитывает 836 единиц. До всех этих дизельных станций необходимо добраться, доставить груз, топливо, запасные части. Все это требует сложной логистики и большой ответственности от Сахаэнерго. Не до всех населенных пунктов, где стоят дизель-генераторы, существует круглогодичное наземное сообщение. В некоторые районы можно добраться только самолетом или на машине в период действия автозимника, либо по воде в период летней навигации. В плане доставки дизельного топлива самым труднодоступным является Эвена-Бытантайский национальный район. К примеру, в 2021 году топливо завозится в нефтебазу Усть-Куйги, в следующем году — в нефтебазу Батагая. И только в 2023 году топливо будет перевезено в нефтебазу Эвена-Бытантайского района. Потом это топливо будет использоваться в течение года до следующей поставки. Получается, срок использования этого дистоплива — 2,5 года. Северная энергетика, это локальная энергетика. По сравнению с центральными электрическими сетями, и логистику, и транспортировку электроэнергии, и выработку, и работу энергосбыта мы выполняем все вместе сами. 2/3 территории республики составляет так называемый Северный энергорайон, куда входят арктические и северные районы Якутии. В нем основным источником электроэнергии являются изолированно работающие локальные дизельные электростанции. В последние годы Сахаэнерго ввело в эксплуатацию несколько энергетических объектов, которые объединяет одна цель — обеспечение качественного, надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей. На текущий момент в поселке Оленек Оленекского района, в селах Алысардах и Такума Верхоянского района, в селе Урицкое Алекнинского района уже работают современные автономные дизельные электростанции Сахаэнерго. У каждого района своя специфика. В Кобейских сетях газовые станции, потому что там возможность передачи есть газа. А до Оленька-то такой возможности нету, так что
Остаются только у нас, получается, солнечные станции, во-первых, и во-вторых, старая добрая дизельная станция. Ну что, заводим? Да. Включай. Все как положено, заводим. Так как станция построена с резервом на будущее, с резервом мощности, это даст большой скачок развития для Оленёкского района в целом и для самого Оленька. Можно сказать, что центром промышленности. У нас Оленёк в будущем будет центром промышленности. В скором будущем, надеюсь, оборудование наше будет более современное. У нас в зоне обслуживания, получается, у нас 4 станции, 3 на Слега, и мы головная. Там у нас все 21 век. Это Бестях, Баханайск и КСТТ. В программу вошли, до 2025 года должны поменять оборудование. Весь район Жиганской электросети перешел на СИП, поэтому замечаний нет. В условиях Крайнего Севера инженеры производственного центра «Сахаэнерго» собственными силами производят, доставляют на место и монтируют автоматизированные блочно-модульные электростанции, адаптированные под якутский климат. При производстве модульных электростанций используются инновационные и рационализаторские решения компании, современные дизель-генераторы, системы утилизации и производства дополнительной тепловой энергии, электронные регуляторы скорости, системы автоматизации и удаленного доступа. Нас передали в мае 2019 года в производственный центр Солдатского РЭС. Энергетик сельской местности, это говорит об одном, что надо быть всегда начеку. От нас зависит это подача топлива, свет, связь, и все зависит от нас. Коллектив очень дружный, и в плане того, что у нас даже есть продолжатели. И у меня сын работает электромонтером. У моего работника, машиниста ДВС, тоже сын работает машинистом ДВС. Всегда делимся опытом. Все работы производим все вместе, дружно, одним коллективом. Суровый климат и удаленность населенных пунктов от центра выдвигают особые требования к работе энергетиков. Степень ответственности вырастает в разы. Имеем большой опыт эксплуатации таких объектов. И считаем, что мы справляемся этой работой и обеспечиваем надежно наших потребителей электрической и тепловой энергии. Россия обладает огромными запасами ископаемого топлива, но глобальный тренд на зеленую энергетику во всем мире набирает обороты. Несколько лет назад правительство Российской Федерации приняло программу государственной поддержки возобновляемых источников энергии, которая предполагает увеличение мощности зеленой генерации в стране до 5,5 гигаватт к 2024 году. С момента создания компания «Сахаэнерго» уделяет большое внимание развитию инноваций, что продиктовано временем, сложными климатическими условиями, спецификой Якутии. Это и высокий износ оборудования, и дорогое привозное топливо, что напрямую влияет на себестоимость энергии и предполагает необходимость кратного резервирования мощности. Все это создает предпосылки для развития так называемой «зеленой энергетики» — энергоэффективных проектов, в частности с использованием ветровой и солнечной энергии. «Сахаэнерго» проводит целенаправленную работу по снижению нагрузки на оборудование дизельных электростанций и затрат на дорогостоящее привозное дизельное топливо. Для этого энергокомпания закупает более экономичные, новые современные дизель-генераторы и устанавливает солнечные панели. Давно известно, что в холодном климате увеличивается потенциал производства солнечной энергии. Чем ниже окружающая температура, тем эффективнее работают солнечные фотоэлементы. Солнечная активность в Аймеконе очень большая, потому и испытания проводят там. То, что проводится в других районах Якутии, она эффекта и слишком много показателей не дает. Село Ючугей находится совсем рядом с Аймеконом, общепризнанным полюсом холода, где зимой температура нередко опускается до минус 65 градусов. Поэтому Аймекон — это самое холодное место на всей нашей планете, где холоднее даже, чем в Антарктиде. И именно там находится Ючугейская СЭС, одна из первых солнечных электростанций в России, дающих электроэнергию в сеть. У нас все рассчитано.
Например, если топливо начинает замерзать, мы увеличиваем количество закачек, там, смешивание, перемешивание внутри емкости. Да, вот. Ну, зависит от многого. Ну, в основном от нашего оперативного персонала. Особенность солнечных электростанций, установленных в Якутии, в особой конструкции, учитывающей климатические особенности региона. Для получения большего объема солнечного света в зимний период панели имеют механизм корректировки угла наклона, что позволяет на 40% повысить их эффективность. К возобновляемым источникам энергии также относится ветер, один из самых доступных и перспективных направлений в развитии альтернативной энергетики в Якутии. Очень хорошее подспорье. Планируем получить существенную экономию дизельного топлива, дорогостоящего, завозимого извне, используя местные особенности, климатическую особенность поселка Тикси. Ветродизельный комплекс мощностью 3900 кВт, введенный в арктическом поселке Тикси, не имеет аналогов в России. В год ВДК может вырабатывать более 12 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Таким образом, ветрогенератор обеспечивает надежное энергоснабжение заполярного поселка Тикси с 5000-ным населением. Проект ветродизельного комплекса в Тикси — это пример эффективного международного сотрудничества в области внедрения передовых технологий совместно с японскими партнерами. Все оборудование ветродизельного комплекса адаптировано к работе в суровых условиях Арктики при температуре до минус 50 градусов по Цельсию. Ветер раскручивает лопасти, через вал передается на редуктор, с редуктора на генератор, и вырабатывается электрическая энергия, которая уходит в общую сеть поселка. Данные установки рассчитаны на силу ветра, способны выдержать силу ветра до 70 метров в секунду. То есть практически ураганный ветер, они будут стоять. Выработка электроэнергии происходит в диапазоне от 3 метров в секунду до 25 метров в секунду. По подсчетам специалистов, использование ветроустановок и современных эффективных дизельных агрегатов позволяет снизить расход топлива более чем на 500 тонн в год, что обеспечивает существенный положительный как экономический, так и экологический эффект от реализации проекта. Ветродизельный комплекс в Тикси — это первый реализованный проект гибридной генерации. Опыт его строительства и эксплуатации дает уверенность при переходе к созданию новых энергообъектов гибридной генерации в рамках энергосервисных контрактов, которые уже заключены. Планируется, что новые энергокомплексы будут построены в 2 населенных пунктах Якутии, изолированных от единой энергосистемы России и входящих в арктическую зону Российской Федерации, в поселке Табалах и в городе Верхоянске. Еще одна особенность арктических районов Якутии, требующая особого внимания. Зима и отопительный сезон здесь длятся почти круглогодично. Это, безусловно, накладывает еще большую ответственность на энергетиков. Если, допустим, сравнивать с южными регионами нашей страны, то там ремонтный период он продолжается круглогодично. В наших же условиях мы в состоянии это выполнять только в течение 3, максимум 4 месяцев. Все остальное время это минусовые температуры, при которых ни техника не может работать, ни, соответственно, персонал в таких условиях выполнять работу не может. Продемонстрировать, насколько важную роль играет бесперебойное обеспечение теплом и светом, может пример села Кюсюр-Булунского национального Эвенкийского района. Добраться до села Кюсюр зимой можно на буранах, либо на гусеничном вездеходе, в народе называемом танкеткой, в 50-градусные морозы, или на вертолете 1-2 раза в месяц, где количество мест ограничено, а летом на теплоходе за 2,5 суток от Якутска или проплыв на моторной лодке 240 километров до поселка Тикси, рискуя жизнью, потому что в этом месте могучая река Лена впадает в ледовитый океан, где всегда ветер, волны и штормы. Большое развитие инфраструктуры, всего социальной сферы, да? Именно строительной сферы связано, конечно, с вводом новой дизельной электростанции. Какой бы сферу мы ни затронули, оно без устойчивого, стабильного и энергообеспечения невозможно. По рассказам жителей, до введения новой дизельной электростанции постоянно были сложности в обеспечении села теплом и светом. К старой котельной были подключены только соцобъекты. Ввод новой ДЭС позволил шагнуть далеко вперед, забыть жителям про печное отопление, запустить сотовую связь, ввести в строй жизненно важные социальные объекты — школу-интернат, спортивный зал,
что существенно повлияло на повышение качества жизни населения. В планах у кусюровцев строительство новой участковой больницы, детского сада, МФЦ, благоустроенных многоквартирных жилых домов. Я здесь живу с рождения, я здесь родилась. Обеспечение энергией очень прекрасное, я бы сказала. Люди не жалуются в связи с тем, что наша станция стала мощнее. И поселок растет, люди строятся. Молодежь в основном после учебы в высших заведениях приезжают в свой поселок. Кюсюр считается одним из самых крупных населенных пунктов, находящихся за Северным полярным кругом. В нем проживают около 1400 человек. Из них 450 – дети в возрасте от 0 до 17 лет. Большую часть населения составляют семьи охотников, рыбаков, оленеводов. А там, где дети, там, где молодежь, всегда любой поселок – это перспектива, да? Транспортная схема Булунского улуса, как и всех остальных арктических и северных районов, которые подпадают под зону обслуживания Саха-Энерго, очень сложная. Дорог в Улусе нет. Расстояние от Тикси до самого ближайшего поселка Быков-Мыс 60 километров, а до остальных населенных пунктов 450 километров по бездорожью. Села с центром соединяет только авиация, и то лишь небольшой период времени. С июля по сентябрь в населенные пункты, расположенные на берегу рек Лена, Оленек, в Сектях, Кюсюр, Быков-Мыс, можно добраться по воде. Всего в Улусе имеется 8 наслегов, включая районный центр. Сообщение между населенными пунктами наземным автотранспортом имеется только в зимний период. Задача в наших условиях крайне сложна, но она во многом зависит от нас, от наших работников, электромонтеры, слесаря, машинисты ДВС. Это круглосуточная наша работа. Здесь нет ни перерывов, ни выходных. Люди постоянно должны быть на связи. Конечно же, это герои. Наши люди – это герои. Ну, я сам работаю машинистом ДВС с 1984 года. Вот 2008 года работаю начальником дизельный. Сейчас уже легче стало работать. Раньше во время пурги вообще замыканий много было. Ребята все молодые, требовательные, ответственные. Ну, от этого наша работа и зависит. Несмотря на кадровый голод, нехватку высококвалифицированных специалистов, особенно в арктических и северных районах, Саха-Энерго является одним из лучших работодателей. В компании принята программа по поддержке специалистов, которые выезжают на работу в районы Крайнего Севера. Она включает в себя оплату переезда, проживания, подъемных. Кроме того, Саха-Энерго трудоустраивает молодых специалистов и создает для них все условия для успешной адаптации и профессиональной самореализации. Так, подписаны соглашения со Светлинским техникумом, колледжем связи города Якутска. Налажено тесное сотрудничество с факультетом энергоснабжения Северо-Восточного федерального университета. Энергокомпания также всегда поддерживает трудоустройство местных кадров. На данный момент у нас в селе работать в Саха-Энерго это перспективно. Но самая нормально оплачиваемая работа на селе. Рабочих мест на селе очень мало. И Саха-Энерго тоже не всех берут. И подал свою кандидатуру, и меня выбрали. Если снова взять в качестве примера Булунскую ДЭС, то 80% кадров здесь составляет молодежь до 30 лет. Это свидетельствует о преемственности кадров. У меня сам отец тоже работает в производстве энергетики. Он меня также воспитал, но очень приятно отдавать людям тепло и свет. В этом году Саха-Энерго отмечает 20-летие создания. За эти годы энергокомпания стала лидером локальной энергетики, обладающим бесценным опытом работы в сложнейших климатических условиях. О том, как все начиналось 20 лет назад, вспоминают первые руководители энергокомпании, стоявшие у истоков ее становления. В 2000 году, еще в декабре, было принято решение РАЭС. РАФИ тогда существовало, и приняли решение о создании Саха-Энерго. Тут ключевую роль надо дать должное, отдать Ильковскому Константину Константиновичу, генеральному директору Якутэнерго. Он очень, несмотря на молодой возраст, он оказался очень дальновидным и мудрым руководителем. Я появился в апреле 2001 года и стал генеральным директором. Началось, как всегда, с устава предприятия. Я набрал 19 человек. Первой задачей
который нам совет директоров, председатель совета директоров был Ильковский Константин Константинович, поставил задачу разработать программу развития малой энергетики на 5 лет. На тот момент износ зданий, сооружений, оборудования и линий электропередач составлял около 90%. На реализацию первой программы развития малой энергетики было выделено всего 900 миллионов рублей. В состав Сахаэнерго в 2001 году вошли северные электрические сети, северо-восточные электрические сети, Эльдиканская ПЛЭС и депутатская станция. С 2001 по 2015 год якутским энергетикам удалось практически в 2 раза снизить расход дизельного топлива со 130 до 65 тысяч тонн. В те годы Сахаэнерго являлся фактически единственным предприятием, которое работало с 4 видами топлива. Это дистопливо, каменный уголь, природный газ и сырая нефть. Большой подъем, так сказать, энтузиазм, энергии было много. Мы не считались со временем, так сказать, чтобы выполнить те задачи, которые, так сказать, перед нами стояли. Все инициативы вновь созданной энергокомпании были поддержаны со стороны руководства республики и профильных министерств и ведомств. Сахаэнерго очень уникальное предприятие, которое работает в очень жестких условиях. Это предприятие с очень сложной транспортно-логистической схемой, с жесткими климатическими условиями. Все благодаря коллективу инженеров, коллективу специалистов. Это увлеченные люди, у которых северная закалка, горячие души, гостеприимство, дружелюбие, желание работать и любовь к родному краю и к своей работе. Добрые традиции, изначально заложенные в годы становления компании, чтутся и по сей день. Якутские энергетики отличаются особой преданностью делу всей жизни. Видя лица людей, которые они одухотворены тем производственным процессом, в котором они участвуют, всегда говорю, свет и радость мы приносим людям. Почему? Потому что отдаленные эти населенные пункты, таежные поселки, казалось бы, ДЭС — это и есть сердце этого поселка. Бьется сердце, живет поселок. Особая гордость Сахаэнерго — это большой и дружный коллектив, настоящий золотой фонд энергокомпании. В рамках 20-летия нашего предприятия, то есть мы запустили ряд проектов. Это первый проект — это «Золотые кадры Сахаэнерго». То есть это нововведение. В этом конкурсе могут участвовать любые кадры, проработавшие более 15 лет в энергетике, либо более 10 лет в Сахаэнерго. Про эффективность любого предприятия можно судить не только по производственным показателям. Один из важных индикаторов — это атмосфера, которая царит внутри коллектива, и высокая социальная ответственность, создание своей миссии. Мы в нашем районе — это сердце. Без энергетиков ни одна сфера деятельности, она работать не будет. Живу по такому принципу, где родился, там и пригодился. Ради этого и живу, чтобы быть полезным человеком. И очень интересная работа. С самого истока Сахаэнерго, поэтому это уже моя жизнь. В энергетике работают люди надежные. От энергетики зависит все. Энергетика севера требует, что первое, человек должен быть предан своей работе. Мы, бойцы невидимого фронта, никто не видит, как горит, как солнце. А когда уходит свет, нас начинает вспоминать. В энергетике нет случайных людей. Теплые пожелания, прозвучавшие из уст первых руководителей компании, еще раз подтверждают то, что Сахаэнерго заложила надежную основу для своего динамичного развития и процветания. Я, во-первых, поздравляю сотрудников Сахаэнерго с юбилеем, 20-летием образования Сахаэнерго. Уже происходит смена поколений, мы, ветераны, уже ушли, сейчас пришли новые люди. Я всем желаю удачи, успехов и благополучия. Компания людей, которые добиваются, ставят высокие цели, амбициозные, можно сказать, цели, и добиваются реализацию этих, так сказать, задач, этих целей. Быть всегда такими же настойчивыми, целеустремленными, упорными и уверенными в себе. У Сахаэнерго, которая по праву считается одной из передовых компаний страны, много планов и перспектив для дальнейшего развития. Мы будем также надежно, бесперебойно снабжать наших потребителей электрической и тепловой энергией и будем стараться улучшать качество жизни на северах
улучшать качество работы нашего персонала и повышать общее благосостояние жителей на Крайнем Севере. Сегодня Сахаэнерго — это компания, отличающаяся безукоризненной деловой репутацией, которую создают профессионалы самой высокой квалификации. Особое внимание в энергокомпании уделяется повышению безопасности работы энергетиков и внедрению инновационных, экологических, ресурсосберегающих технологий. Трудно переоценить огромный вклад, который вносит Сахаэнерго в повышение качества жизни людей, проживающих на Крайнем Севере. Деятельность компании напрямую влияет на социальную, демографическую ситуацию в арктических и северных районах, развитие в них образования, медицины, спорта. Надежность – ключевое слово, характеризующее деятельность энергокомпании. В канун 20-летия коллектив Сахаэнерго с уверенностью смотрит на завтрашний день и намерен и впредь достойно выполнять свою миссию – обеспечивать бесперебойное энергоснабжение в зоне ведения своей деятельности во благо людей, в интересах республики и страны. Сахаэнерго. Надежность, испытанная холодом.